Лошадь – священное животное, и человек, который любит и уважает ее, сам в душе добрый. В этом уверен коневод из села Хамустах Намского улуса Иван Петров, который всю свою жизнь посвятил разведению лошадей. Любовь к этим умным животным у него с детства. В 5 классе он выходил больного жеребенка, которого искусали собаки, и тот в благодарность ему стал верным другом. После школы Иван Иванович отучился на инженера, отслужил в армии и женился на уроженке Намского улуса. На свадьбу свекр подарил ему кобылу, и с тех пор Иван Иванович начал заниматься разведением лошадей. В годы распада совхоза Иван Иванович работал таксистом, перегонщиком машин из Ульяновска и даже покупал мебель в Благовещенске, чтобы обменивать на лошадей. И эта преданность и любовь к умным животным переросла в нечто большее, а именно в крестьянское хозяйство. В прошлом году Иван Петров решил подать заявку на участие в гранте семейного фермера, хотя, как признался сам, боялся бумажной волокиты. Мы, простые крестьяне, не понимаем бизнес-проектов, как заполнять финансовые документации и так далее. Наше дело работать, пахать землю, косить сено, разводить скот и лошадей. Поэтому многие не решаются участвовать на грантах главы республики. Но я испытал на собственном опыте, что, оказывается, есть в Министерстве сельского хозяйства консультативная методическая служба, которая здорово помогла в оформлении всех документов. В получении гранта мне еще помог глава администрации наслега, управления сельского хозяйства и глава улуса. Александр Павлович, Василий Гаврилович. Став обладателем гранта в сумме 1,5 миллиона рублей, крестьянин купил на 800 тысяч 27 голов лошадей якутской породы, отремонтировал первый этаж своего дома и приобрел трактор. Как раз в это время мне подвернулся удачный случай. Я выкупил лошадей у своего односельчанина, который уже собирался закрывать свое хозяйство. Повезло, потому что если бы я привозил лошадей из другого района или даже региона, то было бы много расходов на транспортировку и так далее. Теперь в его табуне 48 голов лошадей, одна краше другой. К их питанию Иван Иванович относится серьезно и часто балует лошадей овсом. Без веревочки, по одному его зову и знакомому звону ведра они спешат к нему навстречу. В итоге лошади стали совсем ручные. Начну стучать по ведру, даже если буду в лесу и не знаю, где именно они пасутся. Как слышу топот копыт и хруст снега. Тут же поднимается белый туман, и со всех уголков леса они несутся ко мне. Они знают меня очень хорошо, чувствуют мой запах, поэтому во всем слушаются. А вот новые кобылы, которых только выкупил за деньги гранта, могут и пнуть. Нужно время, чтобы они ко мне привыкли. Начинающим фермерам Иван Иванович советует обратить внимание на возраст кобыл. Он считает, что возраст должен быть не меньше 5 лет, и желательно, чтобы кобыла была уже жеребая, то есть ожидала приплода. Жеребята, пока подрастут, могут и заболеть, и погибнуть от волков, или утонуть во время переправки через реку или озеро. Поэтому брать надо кобыл от 5 лет. Надо приложить все усилия в разведении лучших видов, таких как верхоянские и амиконские породы. Иван Иванович большой коллекционер всего, что касается лошадей. В его доме полно книг об этих прекрасных животных, и после каждой поездки в другие города и страны он привозит статуэтку в виде лошади. Всех своих членов семьи Иван Иванович привлекает ко всем работам в хозяйстве. Даже самая младшая, избалованная 12-летняя дочь садится за маленький трактор и помогает в сенокосе. Старший сын трудится в Амгинском районе, а младший сын Гоша во всем помогает отцу по хозяйству. Сейчас в хозяйстве Ивана Петрова 48 голов лошадей. За 5 лет, согласно проекту гранта, он должен довести поголовье до 60. Мог бы и до 100, уверяет крестьянин, если бы позволяло сенокосное угодье. Но земель вблизи Намского улуса нет. И хотя, согласно проекту дальневосточного гектара, ему в администрации наслега советуют брать землю за рекой, Иван Иванович пока не решается. Но есть проблемы. Не хватает земли, сенокосных угодий мало, и каждую осень и весну нас топит. Все стоит в воде. В администрации говорят, берите землю по дальневосточному гектару. Но все они далеко отсюда, за рекой. А там уже волки, медведи одолеют. Да и тут, что скрывать, соседние мальчишки рассказали, что на лесорубке видели волков. Нынче их много стало, близ деревень наших. Свою работу Иван Иванович считает больше хобби, нежели ежедневный труд. Он любит проводить время со своими четвероногими друзьями и старается как можно лучше за ними ухаживать. Впереди большие планы и надежды только на лучшее. Главное, чтобы позволило здоровье, говорит Иван Иванович. Человек, который любит лошадей,
Он и внутренне добрый человек, и очень хороший. Лошадь имеет притягательную силу, и если ты полюбишь это животное, то на всю жизнь. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.